В эфире «Бугуни» мы продолжаем. 107-й день полномасштабной агрессии России против Украины. Я представляю гостя этого часа Алексей Полегкий, академический директор Центру публичной дипломатии, с нами на связи. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Доброго дня. Доброго. Давайте поговорим на исходе недели, скажем так, подведем итоги ситуации, связанные вот с обсуждением санкций, введение 6-го пакета, требований 7-го пакета. Вот как вы оцениваете эффективность 6-го пакета, в котором, я напомню, есть эмбарго на танкерную нефть, там огромный персональный список против чиновников. Ну, самое главное в нем, насколько я понимаю, это вот нефтяное эмбарго, кроме нефти по нефтепроводу, который идет в Восточную Европу. Ну, вы знаете, Европа, к сожалению, как всегда, действует слишком поздно и слишком слабо. В том смысле, что, конечно же, в феврале это были беспрецедентные решения, очень быстрые, то есть достаточно мощные санкции, как для Европы. Но, тем не менее, если мы сравниваем с масштабом, собственно, войны, и масштабом угроз, то, к сожалению, эти санкции являются недостаточными. С другой стороны, мы должны понимать, что это наша перспектива. Для нас всегда будет мало действий со стороны Европы, со стороны отдельных стран. И объективно нужно учитывать их ситуацию, их интересы и понимать, что это, в принципе, достаточно большая поддержка. Но, к сожалению, переломить ситуацию радикально эти санкции не смогут, потому что этот пакет, он носит важный стратегический характер, то есть он говорит о том, что Европа все-таки постепенно переориентируется собственно, с ориентацией на ресурсы России, но это займет время. По этому пакету отказ от нефти будет в течение полугода и там определенные 8 месяцев. Во-вторых, остаются лазейки. И сейчас уже идет речь о том, чтобы включался новый пакет санкций, который будет разрабатываться. И, к сожалению, пока цена на нефть на том же уровне, на котором есть, для России это абсолютно не смертельные санкции. То есть, да, они обрезают возможность России стратегически к долговременному развитию, но они не дают абсолютного перевеса сейчас в ситуации, чтобы Россия остановила свои действия. К сожалению, при нынешних ценах на нефть, при возможности избежания определенных санкций, все-таки есть огромная часть мира, которая к санкциям не присоединяется, Россия вполне может вести эту войну и достаточно долго. По таким приблизительным оценкам, там все расходы России в день на войну можно где-то приблизительно около полумиллиарда сосчитать. Но она получает около миллиарда, чуть меньше сейчас, со стороны только Европы за поставку ресурсов. Поэтому здесь нужно понимать, что мы все так же боремся за ключевой ресурс – это время. То есть, да, стратегически Украина выстоит, Украина в любом случае, исторически она победит. Но вопрос времени, нам нужно рассчитывать, что это противостояние будет долгим, и в ближайшие недели ситуация не изменится. Более того, даже, к сожалению, скажу, что в ближайшие месяцы у нас будет все так же продолжаться борьба за повышение уровня давления на Россию, то есть включение в санкции все большего количества и лиц, и компаний, и обрезание возможностей для России избежания этих санкций. Потому что, допустим, со стороны Европы не включены так называемые вторичные санкции. Это дает возможность России достаточно, не так просто, но все-таки обходить эти санкции в будущем. У них есть тем более время, полгода это не так мало, то есть будут найдены иные способы. И, к сожалению, мир гораздо больше, чем только европейские санкции. Если мы посмотрим на другие регионы, то здесь для нас ситуация не настолько однозначна.
Например, если брать информационный фронт, то, допустим, если украинские нарративы и, собственно, украинская позиция однозначно выигрывает в так называемом западном мире, то есть Европа, то, допустим, в Азии и Африке это совершенно другая история. Например, было не так давно одно исследование Твиттера, и вот по Твиттеру, допустим, Азия и Африка, ну, в общем-то, там доминируют российские нарративы. Притом это целенаправленная работа, есть огромное количество связанных аккаунтов, ботов и тому подобное. Украина в этом смысле, к сожалению, ну, можно сказать, не дорабатывает. Насколько эти санкции могут быть усилены, здесь тоже есть определенный предел. То есть то, что сейчас делает Путин, он просто ставит на такую растяжку, собственно говоря, европейских политиков с точки зрения, кто не выдержит первым. То есть он понимает, что они под гораздо большим давлением, чем он. У них все-таки выборные демократии, есть избиратели, есть нарастающие проблемы и недовольство. И он рассчитывает на то, что все-таки время тут ему поможет, и Европа первая пойдет на какие-то формы переговоров, договоренностей и тому подобное. Да, здесь тоже ситуация неоднозначная, потому что, в принципе, в Европе существует, ну, условно, 3 группы стран. То есть первая группа, которая однозначно понимает угрозу России и поддерживает Украину настолько, насколько может, прежде всего Балтийские страны, Польша, Британия. Есть вторая группа стран, которая как бы поддерживает Украину, здесь нету в этом сомнений, но она не готова переходить, ну, скажем так, заходить слишком далеко. И есть группа стран, которая, конечно же, мечтает вернуться к ситуации, как было до 24 февраля. И, к сожалению, крупные страны, например, типа Германии, они находятся вот в этом третьем пуле стран. И здесь очень сложная работа. То есть сейчас это очень важный месяц. В конце июня саммит, связанный с возможностью получения Украины статуса кандидата в члены НАТО, что не решает наших проблем, но это очень важный политический сигнал. Это очень важный символический момент. И, ну, как бы сейчас много усилий со стороны и государственных наших институтов, и со стороны общества, разных инициатив направлено на то, чтобы все-таки продавить, убедить Европу в том, что это тот момент, в котором они, ну, как бы не могут на этом хотя бы символическом уровне отказать Украине. Ну, естественно, поставки оружия – это, ну, как бы один из ключевых вопросов. Опять же, время здесь играет... Ну, в целом нам на руку, потому что разворачивается общая система поддержки, но, к сожалению, оно играет против нас, потому что нам оружие нужно прямо сейчас и здесь, и желательно на вчера, чего, опять же, многие страны не готовы обеспечить. Поэтому сейчас мы вошли в фазу, когда, по сути дела, дипломатический фронт, экономический фронт, информационный фронт являются, ну, может, не так видимыми по сравнению там, с Северодонецком или с чем-нибудь другим, но, по сути дела, более, ну, как бы ключевыми по отношению к будущему нашей войны с Россией. А теперь давайте поподробнее. Вот такая оценка санкций как недостаточно, мы часто ее слышим. Это от наших экспертов и украинских. Но вот что интересно, если сравнить наши оценки с оценками тех же российских экспертов, но они, скажем так, не такие оптимистично настроенные. Ну, я не говорю там про каких-то чиновников и там провластных, которые рассказывают, что им все равно, и их Искандер ничего не рассмешит. А вот реальные люди, которые занимаются экономикой и бизнесом, они говорят о скукоживании или окукливании российской экономики, ее архаизации. Мы видим уже сообщения об остановках, там Уралвагонзавод, вагоностроительные заводы стоят, потому что нет подшипников. Автомобильная отрасль, а ведь это же отрасль достаточно денежно емкая, то есть, да, приносящая, наверное, немалый доход тоже, могла бы приносить в бюджет. То есть это все потихоньку сворачивается, останавливаются какие-то предприятия. Люди уходят в пока оплачиваемые, потом в неоплачиваемые отпуска, то есть все сворачивается. Да. Да.
Ну, понимаете как, опять же, я вернусь к вопросу времени. То есть стратегически однозначно для России ситуация достаточно сложная, и то, что экономика вошла уже в рецессию, при том по оценкам же, ну и там российских и европейских экспертов, собственно, этого не было ни в 98 году такого уровня, ну, собственно, наверное, с развала Советского Союза. Но опять же, эффект этих всех ухудшений, он будет заметен не скоро. То есть для среднего россиянина ситуация, конечно, ухудшилась, но не столь радикально, с чем бы он был готов не смириться. То есть она гораздо больше ударила по какому-нибудь среднему классу или так называемому какому-то креативному классу. Опять же, это не база для поддержки Путина. И, соответственно, при тех ценах на нефть, которые есть, ну и, собственно, остальные ресурсы, то есть у путинской России есть достаточно большой запас прочности, чтобы существовать в этом формате осажденной крепости. То есть, и да, стратегически Россия однозначно будет архаизироваться, будет упрощаться производство, цепочки и в целом, скажем, и общество, и экономика, но это не мешает им, ну, не помешает им вести войну, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Но ведь Опять же, есть же... огромный ресурс старого советского оружия, человеческого мяса, и это все просто будет забрасываться, ну, как бы к нам. Ну, ни одними санкциями не сократить ни старое оружие и не сократить численность армии. Но ведь существует же запрет на продукцию двойного назначения, то есть микросхемы, чипы, те же самые подшипники, без которых ни один танк не поедет, их нету. То есть я так понимаю, что танки, ну вы меня поправите, если я не прав, но я так понимаю, что производить новые танки в России уже не могут. Ну, на данный момент, понимаете как, опять же, это скажется в течение, ну, там, хотя бы нескольких лет. То есть на данный момент к нам бросается все, что есть, и даже старье, которое существует, и этого слишком много. То есть просто количественно это огромный перевес, и стратегически Россия столкнется с большой проблемой технологической. Но опять же, у них есть люфт во времени. То есть на что, я думаю, рассчитывают российские элиты, что они за это время смогут найти лазейки. При наличии денег, а пока у России, собственно, с этим больших проблем нету, они смогут наладить какие-то нелегальные поставки со стороны третьих стран, прежде всего там расчет на Китай, на Турцию. И здесь, да, развития новых технологий там не будет. Но поддерживать существующий прессинг на Украину там смогут еще достаточно долго. Поэтому, по сути, мы сейчас входим в фазу такого выснаживания. То есть кто кого сможет, собственно, пережить и удержаться. И здесь вопрос вот этой такой стабильности. То есть здесь есть всегда вот в таких авторитарных режимах, у них есть как бы сильная вертикаль и как бы сила режима, но она не обладает определенной стабильностью при изменяющихся параметрах. Ну, то есть Какие они могут жить только в мобилизационном таком напряжении. Фактически да. Именно поэтому, опять же, это для нас усложняет ситуацию, потому что оно ограничивает возможность для Путина найти хороший выход из этой ситуации. А какой? Ну, просто надежда была на Китай, но Китай при своей словесной поддержке не спешит. Да? Huawei ушел. Китай не будет спешить, но они будут поддерживать на плаву российскую экономику за счет покупки дешевых ресурсов. Это их вполне устраивает. Да, Китай тоже не готов как бы играть на стороне России. То есть, допустим, да, государственные банки все-таки ушли с России. Китай пытается избежать попасть под вторичные санкции. И, скорее всего, они будут эту схему удерживать. Но при этом торговля, при этом получение дешевых ресурсов, как бы эта ситуация, опять же, Китаю вполне на руку. То, с чем мы скорее сталкиваемся, опять же, это ситуация перехода на принципиально другую экономику.
То есть сейчас у Украины возникает второй этап, кроме первого отражения военного, необходимость перестроить страну на принципиально других основаниях. И здесь, к сожалению, тыл у нас немножко отстает от фронта в том смысле, что пока я не вижу разумной стратегии перехода на децентрализированную экономику. То есть в данной ситуации у нас, мне кажется, это чуть ли не единственный выход, это полная либерализация, это отход от государственного регулирования и контроля. То есть огромное количество ресурсов, которые съедаются, таким, условно говоря, бюрократическим аппаратом, оно должно быть просто убрано. Во время войны? Именно во время войны. А, скажем, в мирное время мы могли бы экспериментировать. Во время войны у нас нет другого варианта. Любые не децентрализированные системы бизнеса, мелкого производства, они гораздо больше под ударом. И вот здесь у нас как раз возникает огромная необходимость очень радикальных, но при этом разумных шагов с тем, чтобы экономика все-таки существовала. Здесь без либерализации, без опоры на вот эту низовую инициативу. Опять же, украинцы демонстрируют очень высокий уровень и приспособляемости, и находчивости. То есть, в принципе, при минимальной поддержке и отсутствии противодействия со стороны уже наших государственных органов, я уверен, что украинская экономика сможет адаптироваться гораздо лучше и, если не достигнуть довоенного уровня февральского, то хотя бы обеспечивать огромное количество населения базовыми необходимыми средствами. Поэтому здесь у нас несколько уровней задач сейчас возникает. Нам необходимо одновременно удерживать военный напор, нам одновременно необходимо радикально преобразовать систему отношений общества, бизнеса и государства, и при этом еще удерживать дипломатический фронт, то есть усиливать, на самом деле не поддерживать, допустим, существующие санкции, а усиливать давление на Россию. Опять же, мы это не сможем сделать только если мы будем полагаться на солидарность. Здесь нам нужно понимать интересы игроков, интересы других стран и начинать выстраивать региональные союзы, выстраивать коалиции, давать возможность осуществлять свои интересы другим странам в тех сферах, в которых у нас они совпадают. Мне все-таки интересно с вами поподробнее поговорить про эту либеральную модель экономики. Может быть, я как-то ошибался, но когда во время войны экономика, наоборот, мобилизирована и все работает на фронт, и все для победы, это вроде понятно, да? А когда экономика не будет контролироваться государством или в меньшей степени, вот что вы имеете в виду? Как это будет тогда работать на победу? Она должна быть настроена на победу, однозначно, но она должна быть лишена прессинга со стороны собственного государственного аппарата. И вот то, что у нас не так давно было целое, скажем, движение, например, связанное с налоговым, наверное, не очень адекватным решением государственных органов Украины, в частности, там были инициативы о снятии Гетманцева и тому подобное. Это признаки того, что государственные структуры до сих пор пытаются работать или вернуться к работе по старинке. То есть сейчас как раз либерализация, я имею в виду, это минимализация влияния и вообще, скажем, государственного присутствия в тех секторах, в которых экономика может существовать без государства. Да, необходимые целенаправленные действия, прежде всего в сфере БПК, в сфере, связанных с стратегическими отраслями. Но опять же, здесь необходимы принципиально другие решения. То есть нахождение каких-то форм сотрудничества, возможно, создание совместных предприятий, допустим, в Польше, с Польшей, с балтийскими странами. У нас, в принципе, существует достаточно развитый военно-промышленный комплекс, но в условиях нынешней их постоянной опасности, там, допустим, обстрелов и так далее, он не сможет существовать в том формате, в котором он был. А экономика на уровне самообеспечения должна быть отпущена максимально, потому что это, скажем, государство никак не может сейчас помочь, получается, бизнесу. Основная задача — перестать мешать.
Поэтому это прекрасный момент, когда максимальная либерализация тех сфер, в которых нету стратегического интереса, связанного с безопасностью и обороной, то есть прежде всего ВПК, должно быть отпущено просто на свободное плавание. Ну, это И сфера более услуг, того, это сфера услуг, продовольствия. Это вы имеете в виду? это малый бизнес, это Мало. сфера услуг, это практически большая часть нестратегических сфер. Но сегодня, когда огромное количество, миллион людей выехали из страны, еще огромное количество покинуло свои дома, нарушены те же логистические цепочки, нарушена среда, в которой работал этот малый бизнес. Но ведь отпускать это как бы на самотек, и, просто выкручивайтесь, получается, как хотите. Нет, я не говорю о выкручивайтесь, я говорю о том, что убирать барьеры и как раз давление, потому что, к сожалению, со стороны государства очень мало поддержки как раз для этого бизнеса. Скорее возникают опять все новые идеи, старые идеи о контроле. То есть, опять же, вернуть всю ту же систему налогового контроля, таможенного и тому подобное. И в этой ситуации это попытка, опять же, не поменяв принципиально подход, жить в других условиях. То есть это просто не получится. То есть именно потому, что люди лишены базовых, собственно, бизнес во многом малый либо стоит, либо он кое-как выживает. Поэтому здесь вопрос поддержки, но да, сейчас вряд ли государство может особенно поддержать. Здесь при либерализации и как раз минимализации давления можно рассчитывать на то, что те же западные партнеры смогут обеспечить какую-нибудь стартовую площадку для того же малого бизнеса, какие-нибудь доступные кредиты, какая-нибудь инвестиционная поддержка. Но как раз попытка держать экономику или возвращать ее на те же условия, в которых она существовала даже 3 месяца назад, это путь в никуда. Потому что нам нужно выходить в ситуацию достаточно долгого противостояния. Более того, осень будет не так уж, собственно, быстро, но и не так уж долго. Дальше необходимо огромным количеством людей, которые сейчас, собственно, не имеют ни условий жизни, ни жилья. Нужно будет как-то выживать, соответственно. Здесь необходима, конечно, государственная помощь, но не препятствие. А это другая философия, это другой подход. И пока, скажем так, не очень заметны какие-то радикально другие подходы со стороны правительства. Спасибо вам большое. Спасибо, что подключились к нашему эфиру. Спасибо. Алексей Полегкий, академический директор Центра публичной дипломатии, был с нами на связи. Мы продолжаем наш эфир. И буквально через несколько минут традиционно в этой студии мы будем говорить с председателем Меджлиса крымско-татарского народа Рифатом Чубаровым. Но пока мы с ним налаживаем связь, я напомню про наш YouTube-канал, на который вы всегда можете подписаться, если вы уже подписаны, я в этом почти уверен. Вы ставьте лайк и делитесь нашей трансляцией в своих соцсетях, чтобы нас могло увидеть как можно большее количество людей. Ну и если есть такая возможность, поддержите нас на нашем Patreon. Ну и вы можете и позвонить в студию и задать вопросы нашему гостю Рифату Чубарову, задать те вопросы, которые вас интересуют. Я думаю, что мы будем говорить в основном и о Крыме, и поэтому, если у вас есть какие-то вопросы к нему, это могут быть абсолютно разные темы, связанные с статусом крымской автономии, и с переселенцами, и с сегодняшней ситуацией в оккупированном Крыму, ну и не только. Поэтому вы можете всегда звонить и задавать вопросы. Рифат Ага, добрый вечер. Доброго вечера всем. Рад вас приветствовать в нашей студии. Сегодняшняя новость, вернее, как она сегодняшняя, ее проанализировали, эту новость, и обобщили такие цифры. С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины российские суды Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону огласили
незаконные приговоры 19 крымским политузникам. Крымчанам давали от 12 до 19,5 лет лишения свободы. 18 политических узников осудили по сфабрикованным делам про терроризм и участие в запрещенной в России организации Хизбут Тахрир. И еще одного человека осудили якобы за государственную измену. Вот война разгорается с полной силой, и маховик репрессий не останавливается. Мы об этом говорим неоднократно и говорили в наших эфирах. Ну, если хотите, можете прокомментировать эту новость. Для російської окупаційної влади дуже важливо, щоб утримувати під тотальним контролем кримське суспільство. І особливо після 24 лютого, оскільки Крим є територією, яка безпосередньо прилягає до території, де відбувалися жорстокі бої, звідки привозили вбитих російських солдат. Тобто кримські люди, вони бачать напряму наслідки цієї широкомасштабної війни. І тому російська окупаційна влада використовує, як правило, два таких механізми для того, щоб повністю утримувати контроль над думками людей. Перше – це такий шалений інформаційно-психологічний тиск. І 24 години на добу кожного дня ці канали російські, місцеві, кримські, які абсолютно всі контролюються спецслужбами, нагнітання істерії, намагання залякати тих, які публічно ще не висловилися підтримку Путіна чи так званої спеціальної військової операції, спеціально найняті такі хунвейбіни на кшталт Таліпова, Ейваза, інших, ходять по різних підприємствах, бізнесменах і змушують їх на камеру висказатися в підтримку оцієї брудної злочинної війни. І другий механізм – це репресії. Репресії, гоніння, переслідування, беззаконня до людей і, в першу чергу, до кримських татар, бо треба, щоб досягти того, щоб люди не підтримували один одного, щоб не виходили на площі перед цими судами, щоб не їздили в Ростов-на-Дону, де, і ви про це зараз сказали, де відбувається більшість так званих цих судилищ, коли кримських татар судять по статтям терористичним, і тому такі великі вироки. Росія намагається і не тільки в себе на своїй території, але в першу чергу на окупованих територіях залякати людей і вже і далі, щоб продовжувати цю злочинну війну. Уже, казалось бы, чему удивляться, да, когда ты видишь, что происходит, какой абсурд и какие нелогичные, неадекватные вещи, ужасные, преступные творит Россия. Но все равно иногда попадаются новости, которые, собственно, очередной раз просто задаешься вопросом, что это было. Оказывается, Россия планировала выдавать украинцам в Киевской области паспорта Советского Союза, даже не российские. На службе безопасности Украины обнаружила схрон, когда уже оккупанты бежали из Киевской области, возле Макарова в Бучанском районе. Целый схрон, где было сотни незаполненных бланков паспортов Советского Союза. То есть собирались тут делать граждан несуществующей страны. Что это? Ми багато чого ще не знаємо.
Це ж вони так, ну, те, що вони публічно декларували, мовляв, що ми нічого такого не хочемо, як тільки щоб в Києві змінилася влада, щоб змістити владу нацистів і привести нормальний уряд, вибачте, це в розумінні Кремля, нормальний уряд, але і вони вірили в те, що їм це вдасться, але Росія ніколи не була б Росією, якщо б вона не продумувала б до мелочів тисячі і тисячі репресивних механізмів, як досягти поставленої мети. І думаю, що в них було усвідомлення того, що якщо і вдасться їм захопити Київ, але це не зупинить супротив українського народу, що повсюду будуть такі супротив здійснюватися, і їм треба буде проводити якусь сегрегацію населення, ну, скажімо, білих в одну сторону, чорних в іншу, кольорових в третій бік і таке інше. Я думаю, що я теж, коли сьогодні прочитав цю інформацію і побачив на фотографіях ці купу цих паспортів, я теж думав, навіщо це їм потрібно. Можливо, це була якась категорія людей, яких вони мали сегрегувати. Тобто одразу їх відсікти від інших людей, які ще б потребували денацифікації. Тобто це були б люди першого сорту, да, з цими красними? Їхньому розумінні, да, це ті, які би ще почекали. Слухайте, у них немає першого сорту. Це на прикладі Криму, і ви, пане Романе, дуже добре знаєте, бо ви знаєте Крим дуже хорошо. І майже ті, які бігали перші дні, місяці з триколорами по площах і вітали вторгнення російських військ, але все одно настав час, коли і багато з них теж розчарувалися, бо вони не змогли далі жити по звичним своїм таким, по звичній в українські часи поведінці, бо багато чого та окупаційна влада їм просто забороняла, а якщо вони не погоджувалися, вона їх карала. І те ж саме зараз вже відбувається на окупованих територіях. Ми вже бачимо, репресії розгортаються в Херсонській, Запорізькій областях, Маріуполі, який вони захопили після такої великої руйнації. І люди стоять в чергах, які, я вже говорю про мирних людей, людей похилого віку, які вже голодують і стоять по день-два в чергах, щоб отримати одну коробку гуманітарної допомоги на місяць, а її не вистачає на тиждень. Хотел с вами поговорить о координационном центре Меджлиса во Львове. Часто была информация о том, как этот центр организовал и помощь людям в переезде, в безопасные места, и гуманитарную помощь во Львове, и развозили эту гуманитарную помощь и по Киевской области. Вот чем сейчас живет центр, чем занимается? Я хочу сказати, що ми одразу в перші дні нападу такого широкомасштабного Росії на материкову частину України ми зорганізували цей координаційний центр. Ми розумілися вже на досвіді Криму, для нас дуже гіркому, що дуже багато людей будуть до нас звертатися, і люди просто будуть бігти від війни. І якщо в Криму ми цього уникли, бо, по-перше, це було миттєво, Крим захоплений, по-друге, все-таки тоді не було таких жорстоких боїв і таке інше. І ми все робили. Я сам тоді був в Криму, який окуповувався на наших очах.
І ми все робили для того, щоб люди не покидали свої доми, бо ми так важко поверталися, кримські татари, я маю на увазі, півстоліття поверталися на свою землю. А тут вже, коли почалося вторгнення на континентальну частину України, ми розумілися, що всі люди, у кого, ну, скажімо, в родинах є військовослужбовці ЗСУ, активісти, ну, інші люди, ті, які переслідуються окупаційною владою Криму, і вони встигли виїхати з Криму, вони обов'язково будуть об'єктом переслідувань з боку Росії, і що вони будуть шукати собі безпечне місце для себе, для дітей. І тому цей центр був зорганізований. Перші, я думаю, десь 3-4 тижні ми займалися практично лише евакуацією жінок і дітей. У нас було виписано, ми говорили, жінки і діти. Ну, зрозуміло, що іноді були чоловіки, але це, якщо чоловіки це були старшого мобілізаційного віку, або ті, які не могли бути відірваними від цих родин, фізично обмежені і таке інше. І ми, здається, з цим завданням справилися. Як тільки але тут у нас було дуже партнерів, я якось розказував. Це в першу чергу уряд Туреччини, ми з ними вступили в контакти, взаємодію і через посольство Туреччини в Україні, через ТІКу, цю організацію турецьку. Вони нам забезпечували транспортне забезпечення було їхнє. Ми здійснювали логістику, організацію людей, вирішення багатьох інших питань, пов'язаних з виїздом за кордон. Тут наша діаспора працювала дуже потужно, і ми їм тепер завжди дякуємо. І румунська, і турецька, в якійсь мірі польська, бо частина людей, вони по своїх каналах виїжджали з України, а потім зверталися до нас, коли в них виникали питання в країнах перебування. Я не знаю, колись, можливо, хтось напише якусь там дослідження, і це не тільки щодо кримських татар, це до всіх громадян України. Є такі були випадки з родинами, настільки вони, їх просто важко було уявити, що так можуть люди бідкатися і вирішувати настільки, здавалося би, неможливе для розв'язання проблеми. Я знаю родину, яка через Мексику з'явилася в Сполучених Штатах, бо там у них є рідні. Отже, як би там не було, ми це питання, коли вже з основним потоком закрили, тобто воно завершилося, передали все це нашій діаспорі. Зараз діаспора кримсько-татарська в Туреччині опікується цими місцями такого компактного перебування, тимчасового перебування громадян України. Я це підкреслюю, бо там і кримські татари, і люди інших національностей, але ми там разом. Це місто Ескішехір, місто Бурса і Кырклар-Елі. І ми тепер з ними взаємодіємо вже для вирішення тих питань, які в них виникають. А сам центр одразу перейшов на взаємодію знову ж з турецькими, європейськими партнерами задля постачання іншої гуманітарної вже допомоги в Україну. В першу чергу це продукти вживання, але тут і те, що потрібно для лікарень, ліки, хімічні засоби, прикмети для нагляду за хворими. І все це за таким нашим планом воно розвезено було в місцевим громадам, в першу чергу Київської області, які були окуповані і зруйновані російськими військами.
багато лікарень, і не лише в Києві. Ну, тут онкологічний інститут онкології, кардіології інститут імені Тодорова, це інститут, Київська обласна дитяча лікарня. Я зараз це не згадаю, але і в Дніпрі цей госпіталь Мечникова. Ми допомагали і окремим родинам, які на нас виходили. І буквально вчора мені прислали фотографії, де наша допомога, продуктова, вона дійшла до окупованих вже територій, але я не все можливо можу розкривати, але тим, які там продовжують виконувати свою професійну діяльність. І ми отримали ці фотографії, що тут все гаразд і таке інше. Зараз представники цього центру знаходяться в Туреччині з поїздкою такою тижневою. Я зараз з ними говорив перед виходом до ефіру. Вони провели низку зустрічей з фундаціями, організаціями щодо подальшої допомоги. І такі ж зустрічі відбулися і в європейських країнах. Коли я говорю про європейські країни, то ми в першу чергу маємо на увазі наші партнерські організації, в яких об'єдналися громадяни цих країн, що сповідують іслам, але не тільки. І ми тут виходимо з того, що в нашій країні ще тривалий час буде потреба не лише в продуктах вживання, але особливо в ліках, в інших засобах нагляду за хворими. І саме в такому напрямку ми зараз намагаємося зорганізувати, не намагаємося, діяльність вона зорганізована Координаційного центру, але знайти потенційних донорів. Ми те, що знаходимо гуманітарну допомогу, вона є такою, яка надається нам в країнах, де вона збирається. Тобто ми її не покупаємо за гроші, скажімо, які би збиралися тут або в іншому місті. Це в прямому розумінні гуманітарна допомога. Передаються речі, продукти, а ми вже їх довозимо, доносимо до людей. Очень часто были истории, связанные с какими-то проблемами на таможне. Вот как вам удалось наладить эту работу? Есть ли какие-то задержки, очереди? У нас були такі проблеми, але я не сказав би, що вони були настільки критичного такого характеру. Було, коли, оскільки я це не сказав, але одним реченням скажу, у нас є напрямок, коли ми намагаємося допомогти військовим, і в тому числі підрозділам, де зорганізовані кримські люди, і кримські татари, люди інших національностей, це автомобілі, це амуніція і таке інше. І у нас були випадки, коли з одним з автомобілів дуже така катавасія була тривала. Але сказати про те, що це були обоюдні причини. Тобто іноді ті, хто хоче допомогти або з нами входить в партнерство, вони не зовсім знають всі механізми, встановлені законодавством, і іноді, щоб провести, скажімо, автомобіль, треба з'ясовувати ті питання, які мали би задовго до цього вирішені з цим автомобілем. У нас була одна така ситуація, а все інше, ні, у нас є склади основні у Львові, і в будь-який момент ми відкриті для таких і контролю, і для провірок, і нас знають на кордоні. Тут є довіра, і більш того, є певний контроль. І у нас все те, що доводиться, розвозиться до людей, включаючи індивідуальні пакети, вони все по відповідній методиці, вони, ведеться облік, і ми звітуємо перед нашими такими великими партнерами, бо серед наших партнерів є гуманітарні організації Туреччини. Ми їм звітуємо, де, куди і скільки було спрямовано. Вони нас таким чином контролюють, і це нормально.
Я просто, чтобы как бы понять, как это работает. То есть вы с кем-то контактируете, находите людей, кому это необходимо, или можно как к вам обращаться? Допустим, если сейчас кому-то необходима помощь во Львове, например, или с продуктами, или с жильем, можно сейчас обращаться? Вы работаете вот непосредственно с людьми или только с организациями? Зрозуміло, якщо до нас хтось звертається, ми не можемо сказати ні. Ми вивчаємо ситуацію і в залежності від того, якщо тут є наші потенції, ресурси, ми беремо це до допомоги. Але хочу сказати, що ми одні з тих, які вивчають ситуацію, і ми вивчаємо ситуацію, бо ми хочемо, щоб оце навантаження і відповідальність, вона була розкладена на більш широкий круг людей. І, умовно кажучи, просто десь знаходитися. Хоча в нас були випадки, до нас зверталися з Харкова, з-під Харкова, там, де пройшли обстріли, і ми туди конкретним родинам спрямовували набори продуктів, користуючись спеціальними каналами, оскільки там якраз в тому селищі цей склад нової пошти був розруйнований снарядом, і ми не змогли скористуватися новою поштою. Тобто до нас можуть звернутися ті, які вже не зможуть без нас ніяк вирішити наше питання, але ми завжди говоримо, краще, щоб до нас зверталися вже існуючі центри, фундації, організації, скажімо, Духовне управління мусульман, лікарня, виконавчий комітет якогось міста. Тобто нам краще працювати з партнерами, які на себе беруть відповідальність цієї низової роздачі, донесення, бо ми не можемо дійти до кожної родини. Нам легше привозити грузи десь там від 1,5-2 тонн і визначитися по параметрах, до кого ця допомога має дійти. Еще один момент хотел с вами обсудить. Он связан как раз с законом о коллаборантах, который был принят Верховной Радой Украины. Там два закона, подписанные уже президентом. В первом это ответственность государственной измены. Он касается людей, которые попытаются организовывать выборы на оккупированных территориях или сами возглавлять эти районы после захвата их российскими войсками. И с этим вроде бы как бы все понятно. Тут оно все, скажем так, на виду. А второй проект вносит изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы и лишает права занимать определенные политические должности, или можно сесть на 15 лет, тех, кто сотрудничает с российскими оккупационными властями. И вот в нем относят к коллаборационизму, в новой редакции этого закона относят не только прямое сотрудничество и выполнение приказов российских военных, но и отрицание вооруженной агрессии против Украины, поддержка решений страны-агрессора, пропаганда в интересах России и передача России материальных ресурсов. Это можно тут даже в самом суровом варианте применения этого закона, может быть, даже пожизненное. Встречались ли вам уже применение этого закона, то есть когда по этим статьям, по второй части, скажем, потому что по госизмене достаточно много встречается таких обвинений, подозрений, а чтобы по второй части они были квалифицированы. И, собственно, тут такой вопрос. Понятное дело, что это для профессионалов, которые там будут градации выбирать, кто как сотрудничал. Но вот как людям, которые оказались в оккупации, понимать, вот если они пойдут на работу, допустим, в школу, учителем работать, или там в больнице будет возглавлять отделение, допустим, вот она уже попадает, или он, этот человек, под эту статью или нет? Вот как будет эта ситуация? Дивіться, тут це новий закон підписаний такий президентом? Да, вот как раз после начала вторжения России в Украину Верховная Рада приняла два закона о коллаборационизме. Вот, они касаются как раз вот этих двух статей.
Это вводит ответственность по статье 111/1 Уголовного кодекса «Государственная измена». То есть он меняется. Ні, тут розуміло, да, тут Да. розуміло. А второй законопроект номер 5144 вносит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Украины. Дивіться, мені здається, можливо, буде краще, якщо ми окремо зробимо передачу, і, можливо, окрім мене, ви ще запросите правників. Бо Хорошо, просто тогда... Ні, але я хотів би висловитися. Дивіться, просто законодавець має розуміти, що питання проживання людей в умовах окупації, воно є дуже багатогранним. І воно не таке, що законодавець не зможе регулювати на чорне і біле. Ну, умовно кажучи, ми не знаємо сьогодні, коли приймаємо закон. Ні, ми можемо все, що завгодно допускати, але не знаємо, скільки буде тривати ця окупація тієї ж Херсонської області чи Запорізької області. Можливо, це буде рік. Можливо, до кінця року ми звільнимо ці території. Ну, це ж, знаєте, це все покаже, як кажуть, війна. І тому, що стосується до оцінки, от беремо вчителів. Я ще раз хочу сказати, тут має бути прямий взаємозв'язок з нормами міжнародного гуманітарного права. Бо люди в умовах окупації, вони не можуть просто взяти і вмерти, або довести до смерті своїх дітей і таке інше. Вони мають виживати. А виживати дуже часто без роботи, яка зорганізована окупантами, неможливо. А окупанти будуть організовувати роботу шкіл, роботу лікарень, так, як їм це потрібно, так, як їм це вигідно. І якась частина людей буде залучена для того, щоб виживати в роботу, в діяльність цих організацій. І тому тут дуже важливо, щоб були, знаєте, дуже чіткі оці градації, де людина виживає, де вона переходить межу, за якою починається колаборація раді укріплення окупантів. Я просто, як людина, як історик, я знаю, як це відбувалося в роки Другої світової війни, які потім мільйони людських доль було зруйновано. Я хотів би, щоб ми в 21 столітті дуже чітко би тут оце усвідомлювали, і з однієї сторони ми б допомагали людям не скотитися в зрадництво, а з іншого для того, щоб вони весь час відчували зв'язок з своєю державою, яка обов'язково повернеться і звільнить їх. І державі, і громадянину буде не соромно дивитися один одному в очі. Це дуже важливий аспект для законодавства, але закликаю вас цій темі присвятити окрему передачу. Договорились. Спасибо вам большое, что были с нами на связи. Благодарю вас. Рифат Чубаров, председатель Меджлиса крымско-татарского народа, был с нами на связи. Мое время в эфире подошло к концу. Буквально через несколько секунд служба новостей «Заман» в эфире. Не переключайте.